Смотрите, вот сейчас идет, значит, вносят поправки в Конституцию Республики Саха-Якутия, так, и рабочая комиссия подготовила законопроект, где предусматривается, значит, сокращение количества народных депутатов до 48. Там же прописано, что партийный список это 12, и, значит, 36 это, значит, по округам, по одномандатным округам. Так? Ну, тут, наверное, все знают, что значит 36. 35 мы сохраняем, 35, значит, мы сохраняем, считает, значит, эта комиссия, и один округ, это добавляет одномандатный округ в городе Якутск. Вот ситуация такая, и это было озвучено 4 марта. 4 марта, до этого, значит, целое лето, осень, зиму комиссия работала. Так? И это было, значит, никто этого не знал, вот эти цифры. Так? Но это, конечно, беспокоит многих, так? Потому что сокращение количества народных депутатов – это увеличение зависимости, ну, я считаю, да, зависимости народных депутатов от усиления зависимости, значит, от, значит, исполнительной власти, так, зависимости. И это, я считаю, что это очевидно, и поэтому для того, чтобы вот защититься от этого, мы должны сохранить 70 народных депутатов, вот это количество, так, которое является предельным. А то, что вот, значит, было сказано, что вот профессиональный будет и так далее, здесь сегодня многие совершенно правильно отметили, что здесь много, значит, непонятного, так? Да, деление избирателей по округам от численности населения. К примеру, да, вот от 4 УСа, да, 4 УСа имеет только одного депутата. Вот, это, я считаю, это ущемление прав избирателей. Что такое депутат-профессионал, что такое профессиональный депутат, так, профессиональный парламент. Вот. Поэтому на этом, значит, играя вот на этом, спекулируя на этом, многие политики уже выступают за то, чтобы было только 35, значит, депутатов. Кто-то там предложил, по-моему, даже 21, дошел до 21, хотя предельное количество по закону у нас 25. Так? Вот. Ну вот, значит, поэтому мы начинаем вот это, развертываем вот такое движение, которое называется очень просто «Ил-Тюмень-70». Сегодня вот состоялся разговор, значит, присутствовали многие партии, ну, почти все представители всех партий были, так. И вот, например, одна из участниц, Солнышкина Розалия Васильевна, она сказала, что хорошо было бы, если у нас сформировался Народная палата, я бы сказал, так? Можно? Конечно, я за то, чтобы было 70 депутатов, 50 на 50. Вот я сама одномандатник. Почему на сегодня депутаты не добьются того, чтобы в нашей республике не правили крупными компаниями люди со стороны, что у нас нет своих руководителей? И вот сегодняшний круглый стол, сегодняшний форум, вот как раз вот, значит, является вот, ну, как бы первым шагом к осуществлению вот такого плана. Не, ну если вот не говорить не только о количестве депутатов, а о качестве депутатов. Ведь сейчас уже у многих людей сложился негативный образ депутата, человека, который, ну, по сути, является бездельником и ни в коем разе не ассоциируется с представителем народа и отстаиванием его интересов. Сейчас вот в этих условиях как убедить людей в том, что, во-первых, не только говорить о сохранении прежнего количества депутатов, а вообще о надобности парламента как такового, потому что, да, многим людям кажется, что он вообще не нужен. Да. Здесь как объяснить, что парламент
парламент нужно сохранять, пусть даже, может быть, и в меньшем виде. Ну, вы знаете, вот сейчас у меня я не смогу дать общую формулу, как это объяснить. Это уже должно быть такое движение, общественное движение, которое должно перерастать, увеличиваться так. И все-таки люди должны, в конце концов, значит, понять, что вот у нас в России есть 3 ветви власти все-таки. Это с 90-х годов это мы отвоевали вот такое право, так ведь? Вот, ну, мы знаем, что 2 ветви подавлены одной ветвью, которая называется исполнительная власть. Так, тем не менее, да, тем не менее мы должны защищать вот эту, скажем, то, что мы говорим, законодательную власть. И это значит, это отстаивание 70, вот при отстаивании количества мы должны работать над этим, так? Смотрите, вот спекулируя на этом, вот часто говорят, вот смотрите, вот мы лучше выберем меньше, да лучше. Ну, вот в этом-то и состоит это, значит, фокус, так? Иван Иванович, наверное, не соглашусь с вами, что этот вопрос надо вот так делить. Сначала давайте 70 человек и все. Ведь вот когда берешь вот эту бумагу, в которой есть обоснование, да, ведь единственное обоснование, которое здесь записано, это, знаете, что тут написано не секрет, что в настоящее время исполнительная власть субъектов находится под огромным давлением федерального центра. То есть в данном случае, когда вы предлагаете сохранить численность 70 человек, причина в чем? Федералы давят. Когда народу, значит, кандидатов меньше, то есть депутатов меньше, так, количество мест в парламенте меньше, то, значит, больше контроль над каждым кандидатом, потом больше контроль над каждым депутатом. Так, контроль за 70 или 48 или вообще 35. Вот. А когда уже до 30 доходит, то там тотальный контроль. Вот смотрите, парламент Ингушетии проголосовал, представьте себе, Ингушетии, так, проголосовал единогласно, как известно, в 2019 году за то, чтобы передать часть территории, которая богата нефтью, Чечне. И это привело к конституционному кризису по всей стране. Это является одной из тоже причин того, что происходит вот с изменением Конституции Российской Федерации. Понимаете? Вот. Вот. Ну, это все вот говорит, количество говорит о качестве. Количество говорит о качестве. Так? Вот. А дальше. Ну, однажды вот Обенин писал совершенно правильно, что вот если мы уменьшим количество, так, то не пройдут, значит, он сказал, ни Шамаев и ни Алена Атласова. Алена Атласова, даже вот, ну, они, например, они не пройдут. Так? Превращает парламент в дорогую в содержании законодательную штамповочную машинку при администрации главы правительства. И мне видится это так. Я считаю, что ни в коем случае, конечно, нельзя на это соглашаться, нельзя покупаться на красивые словосочетания профессиональный парламент. Профессиональный парламент Госдумы, мы видим, что она делает. По количеству, ну, у нас же сегодня фактически, почему 70 человек? Потому что произошло слияние двух палат. 35 был профессиональный нижний парламент, 35 верхняя палата представительных органов. Ну, в сегодняшнем варианте мы идем по верхней кромке, есть же федеральное ограничение по количеству депутатов в законодательных органах. Вот мы идем по верхней кромке, у нас ровно столько, сколько позволяет федеральный закон. Меньше можно, конечно, но почему меньше делать? У нас большая республика, она территориально большая. Нам нужно большое количество депутатов не потому, что мы их хотим, чтобы у нас было много мандатоносцев, а потому что необходимо обеспечить представительство. В этом же причина. Вот действительно, когда вот увеличивается количество, то вот людям, которые более свободны, у них возникает больше шансов стать депутатом. Так? Это очень просто. А даже один, тем более 2-3 депутата, они могут менять, в общем-то, настроение, голосование в парламенте. Это я уже сам по себе знаю, я потому что 4 года вот, был в Элтумене. А вот смотрите, сейчас
идет спекуляция. Меньше депутатов, меньше бюджетных расходов. Вот сейчас так говорят. Да. Вы что по этому поводу можете? Ну да, но, значит, при мне было, значит, 17 депутатов, которые являются постоянниками. Вот как ни крути, как ни говори, профессионал – это тот, который получает зарплату. Вот и все. Так? И, значит, сейчас, вот, 6-й созыв, там 19 постоянников. Так? А хотят довести до 35, это будет вообще умопомрачительные эти расходы. Так? То есть, смотри, Да, но вот когда даже вот сейчас будут до 25 доводить, так, то это тоже будет увеличение расходов. Так? Вот. Ну и поэтому это чистые спекуляции, когда говорят, что мы уменьшим количество депутатов, так, значит, расходы понизятся. Совершенно неправильно. При всех красивых словах о профессиональном парламенте мы по факту получаем очень дорогой и очень закрытый, очень дорогой, кстати, да. Сегодня у нас из 70 депутатов 19 получают зарплату, и парламент вместе с аппаратом нам стоит порядка 333,5 миллионов рублей. Это до последней корректировки было, может быть, сейчас цифры изменились, но когда я смотрел, было 333,5 миллионов рублей. Это дорого. Профессиональный бонус у парламента, где все будут получать зарплату, и аппарат, конечно, сократится, но незначительно, будет обходиться республике уже в 650-670 миллионов рублей, если не больше. Он просто вырастет в содержании. Потому что надо платить людям. Депутат имеет статус на уровне министра, и зарплата у него соответствующая. Просто будет очень дорогое обслуживание. Это будет такой закрытый элитарный клуб для обслуживания интересов власти имущих, как мне представляется. Это совершенно неправильно. Да, хотят уменьшить количество депутатов, которые являются общественниками, да, которые не работают. Вот я общественник. Так? Значит, в 5-м созыве парламента, где, значит, я был, вот Федоров Владимир, там Федоров Виктор, ну, Федоров Виктор, он был постоянником, Федоров Владимир, вот, скажем, Егор Петрович Жирков, мы, Шамаев, допустим, да, мы много выступали, вот, то есть как-то вот, значит, будили парламент, так, то есть вот эти общественники, они были более свободны, то есть понятно, что такие люди мешают, так сказать, и федеральной власти, вот, мешают проводить их политику. А если говорить о соотношении депутатов, которые представляют партии, и депутатов-одномандатников, да. Здесь какую пропорцию нужно соблюдать, чтобы парламент не превращался в место, где лоббируются интересы каких-то сил, структур? Ждать, что после реформы и превращения парламента в профессиональный, в него начнут избираться одни профессиональные юристы, профессиональные экономисты, которые будут отвечать за качество законопроекта, конечно, не приходится. Во-первых, избираться будут те, кто найдет деньги, а вхождение в парламент возрастет многократно, ведь сокращение количества избирательных округов подразумевает увеличение количества избирателей на тех кругах, которые останутся, или вновь нарезанных. То есть надо будет охватить гораздо большую аудиторию внимания в рамках избирательного цикла, надо будет гораздо больше денег потратить на избирательную кампанию, увеличится объем разъездов, и таким образом общественники яркие, да, то есть люди, не имеющие больших капиталов, в этот парламент просто не попадут, если только за их спиной не станет человек, крупный предприниматель, олигарх, который будет спонсировать. То есть речь идет о монетизации мандата. Он будет дороже, он будет менее доступен представителям именно народа, и у него смогут лучше попадать люди. Генералы не пойдут, да, директора предприятий, у которых сегодня многотысячная зарплата, у которых реальные ресурсы, финансовые, людские, они не пойдут. Но они будут выставлять от своих предприятий вторичных, малоизвестных людей, может быть, слегка известных людей, будут полностью спонсировать им компанию. Вот эти люди будут заходить, и все равно они будут заниматься тем же, чем занимаются в парламенте многие депутаты сегодня. Они будут заниматься лоббированием интересов своих предприятий. Вот смотрите, вот сейчас многие говорят действительно, что надо сохранить 50-50 партийцев, так? Ну, вот здесь, что я скажу, сейчас у нас все-таки партии, они не сформированы, так? Целью, так сказать, вот уменьшить монополизацию там одной партии, это может быть хорошо. Вот если будет 50-50, то ясное дело, что другие партии получат возможность, вот та же партия Роста имеет возможность получить место и так далее. Так же, как вот ЛДПР, они, значит, сначала был один депутат, потом, значит, их уже несколько человек, так?
Вот. Вот в настоящий момент мне кажется, что это мое предложение, так, это не предложение вот круглого стола или Сахакан говорится так. Все-таки, значит, чтобы партийцев было 25%, так, а 75% было одномандатников. Тогда увеличится количество округов, и представительность увеличится. Мне кажется, что в настоящей конкретной ситуации более практичным является вот такой ход. Цель главная заключается в том, чтобы выбрать опять же управляемый парламент, а потом, значит, внести изменения в том, чтобы глава республики выбирался этим парламентом. Вот и все, о чем думают. Правильно? Главная цель, задача их в стратегическом плане.